بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Итак, дорогие братья, по милости Аллаха, мы дошли до третьего урока по основам фикха. В прошлом уроке мы взяли аль-ахкам. Что такое шариатские постановления? Аль-ахкам. А это обращение Аллаха к рабам с требованием выполнить то или иное действие, либо выбор этого действия, либо установление. И также мы взяли то, что ахкамы делятся на два вида: ахкам ат-талабия, ахкам аль-вад'ия. И каждый из них делится на 5 частей. Все это мы взяли в прошлом уроке. Сегодня же мы, по милости Аллаха, возьмем источники, то есть будем разбирать, откуда же берется эта наука, источники этой науки, основы фикха, так как каждое правило должно иметь свой источник. И естественно, если это не является Кораном и Сунной, и является всего лишь какое-то правило ссылается только на какую-то логику, или же баракаллаху фикум философию, то это правило не является доводом для мусульманина, не является доводом. Также в шариате это не считается доводом. Как об этом сказал имам Ибн Каим рахимахуллах в своей книге Аль-Алям Аль-Муаккин. То, что если я опровергну 100 правил, которые не соответствуют Корану и Сунне, для меня более предпочтительнее, чем опровергать достоверную сунну. Итак, источники этой науки. Аль-Адилля. Доводы. Что такое доводы? Это джам ад-далиль, то есть множественное слово ад-далиль. Ад-далиль хуа ма аршада иля аль-матлуб. Довод – это то, что приводит к цели, или то, что указывает к цели. А нашей целью является поклонение Аллаху в соответствии со знанием. И это знание должны иметь источник. И первым источником является баракаллаху фикум, это аль-китаб, то есть Коран, книга Аллаха. И в прошлых уроках мы указывали коротко о том, что есть такое правило, как аль-амр лиль-вуджуб. Аль-амр лиль-вуджуб, то, что приказ, то есть приказ Аллаха и повеление его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, указывает на обязательность этого действия. К примеру, Аллах говорит: «Ва акимус саля», и выстаивайте намаз. И также говорит Аллах: «Фачтанибу ричта миналь ауфан, вачтанибу кауля зур», и сторонитесь скверны идолов, и также сторонитесь лживых речей. Этот приказ является и обязательным, то есть указывает на обязательность действия этих вещей. То есть нам является обязательным выстаивать намаз. И также для нас обязательным является сторониться идолов, ширка, и также сторониться лживых речей. И нет ни одного довода, который указывал бы извне, что это не является обязательным. Поэтому каждый приказ указывает на то, что это выполнение этого действия является обязательным. Получается, что это правило аль-амр лиль-вуджуб из основ фикха напрямую связано с Кораном. Второй источник – ас-сунна. Сунна языковое значение баракаллаху фикум – это путь, установленный путь. Сунна, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда новомусульмане из числа сподвижников спросили его сделать такое же дерево, как у мушриков, как у многобожников, он сказал: «Аллаху акбар, иннаха сунан». И Аллах велик, воистину это является путем, то есть путь, который выбрали те, кто были до вас. А это Бану Исраиль, сыны Израиля, когда спросили Муса сделать для них божество, подобное тому божеству, которому поклонялись те люди. Получается, сунна языковое значение является это путь, уложенный путь, проложенный путь, по которому человек идет. А сунна, общее определение сунны, либо бывает каулия, сунна такуну каулия, либо словесным, то есть словами пророк саллаллаху алейхи ва саллям указывает к чему-то или говорит что-либо. Это является сунна каулия, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит это словами. К примеру, как это пришло в Бухари Муслим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ля танаджашу, ля тахасаду, ва ля танаджашу, ва ля табагаду, ва ля тадабару, ва ля яби' ба'дукум аля бай'i ба'д, ва куну ибадаллахи ихвана». Не завидуйте друг другу, и не взвинчивайте цену, и не поворачивайтесь друг к другу спиной, и не враждуйте между собой, и будьте братьями, рабы Аллаха, Это и есть сунна акаулия, то есть сунна, которая утверждается словами. И также есть сунна фи'лия.
Сунна, подтвержденная действием пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. К примеру, когда Аиша ради Аллаху спросили, чем занимался пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда заходил домой, она говорила то, что он делал сивак, он чистил зубы сиваком. И также Абу Муса Аш'ари ради Аллаху, когда зашел к нему ночью, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, усердно чистил свои зубы сиваком. Получается, что сивак является сунна фи'алия. Сунна фи'алия, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, делал это своим действием. И также сунна ат-такририя, подтвержденная сунна, баракулуфикум, одобрением. То, что когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям одобряет то или иное действие какого-либо сподвижника. К примеру, Анас ради Аллаху говорит, как это приводит имам Муслим в своем достоверном сборнике, о том, что Анас говорил, мы, то есть сподвижники, читали 2 раката намаз после того, как заходило солнце, после заката. После заката заходило солнце, мы читали 2 раката, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям не порицал нас. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям за это нас не порицал. Это является одобрение, такририя, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям одобрил это действие сподвижников. И также одобрил те 2 раката, которые Билял ради Аллаху читал после каждого тахарата. После каждого тахарата. И это стало сунной. Получается, что после заката, если кто-то читает 2 раката, он делает сунну, так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям это одобрил и не порицал. И также после тахарата, как это делал Билял. Как это совершал Биляль ради Аллаху анху. Сунна таркия. И также есть сунна, подтвержденная оставлением. То есть то или иное действие пророк саллаллаху алейхи ва саллям оставляет, и это оставление является сунной. Как, например, пророк саллаллаху алейхи ва саллям оставлял суннаны раватиб. Сунны, которые он читал, будучи не в пути, он читал 12 ракатов, но когда он был в пути, он оставлял их, все эти суннаны, кроме витра и кроме 2 раката фаджра. И человек, будучи в пути, тоже должен оставлять эти сунны. Так как это оставление является сунной. Итак, это было общее определение сунны. А что касается в основу фикха, сунна либо бывает муафакатун лиль Кур'ан, то, что сходится с Кур'аном, то есть тот хукм, который есть в Кур'ане, сунна подтверждает ее. К примеру, пришло у нас в достоверном сборнике Аль-Бухари о том, что одна из жен пророка саллаллаху алейхи ва саллям подошла к нему и сказала, чтобы он женился на ее сестре. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что это запрещено, и это не является для меня дозволенным, и также для его уммы, так как Аллах это запретил. А Аллах субхану ва тааля сказал в Коране: «Уан таджмау байналь ухтайн». Сура Ниса, 23 аят, Аллах говорит, и Аллах запретил вам жениться одновременно на 2 сестер. То есть получается, сунна сходится с Кораном, подтверждает то, что приказал Аллах. Это и есть сунна муафакатун лиль Коран. Сунна либо бывает подтверждает то, что в Коране, либо второе бывает мубайинатун лиль Коран, объясняет то, что в Коране. Так как в основе своей все обращения Аллаха, то есть все ахкамы, которые обратился Аллах своим рабам, в основе своей они муджмаль, то есть всеобщие. Например, Аллах говорит: выстаивайте намаз, вакимус сала, ватус закят, и также выплачивайте закят. Но не сказано, каким образом нужно делать намаз. Это объясняет нам сунна. И также Аллах сам указывает на это, сказав в суре Ан-Нахль: «Уанзальна илайка дзикра литубаййина линнаси ма нуззиля илайхим». И мы ниспослали тебе напоминание, то есть Коран, дабы ты, о Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснял людям то, что им было ниспослано. Получается, сунна является самым большим тафсиром для Корана, то есть он объясняет все те общие слова или общие ахкамы, которые есть в Коране. И третье, фиха хукмун джадид. То есть в сунне есть новый хукм, в котором не было указа в Коране. К примеру, тот же аят, 23 аят из сура Ан-Ниса, Аллах нам запретил 14 категорий женщин, то есть жениться на 14 категорий женщин. Это начиная с мам, Аллах говорит: «Хуррим алейкум уммахатукум, ва банатукум, ва ахаватукум аль-ая». И воистину вам было запрещено жениться на своих матерей и дочерей и сестер, пока не перечислил Аллах субхану ва тааля 14 этих категорий женщин, на которых нам запрещено жениться. И последняя из них это аль-мухсанат, то есть замужние женщины. Нам запрещено жениться на замужних женщин. Но также сунна
Сунна проявляет еще 15-ю категорию, 15-й баракалуфикум категорию женщин, на которую нельзя жениться, а это соединять между женщиной и ее тетей. Тетей со стороны либо матери, либо тетей со стороны отца. А пророк сам запретил это, как это пришло в Бухари, Муслим, то, что посланник Аллаха сказал, и не женитесь, мужчина не должен жениться на женщине и на ее тете со стороны матери, и также на женщине и на тете со стороны отца. Получается, что в Коране это не было указано, но пророк указал это в своей сунне. И получается, что там есть новый хукм, о котором не было в Коране. Это тоже подтверждается и является баракалуфикум доводом. И все эти три категории сунна подтвержденная, который подтверждает Коран, который объясняет общие слова Корана, и также в нем есть новый хукм, все они являются доводом баракалуфикум в сунне, это является доводом в основе фикха. السنة بأقسامها الثلاثة حجة في إثبات الأحكام الشرعية. Сунна с этими тремя частями является доводом в подтверждении шариатских ахкамов. Является доводом в подтверждении шариатских ахкамов.